Здравствуйте, дорогие друзья! Селям алейкум, достлар! Сегодня мы пройдем следующий урок крымско-татарского языка. И сегодня мы поговорим совсем немножко о грамматике. Сегодня у нас будет тема множественного числа. И вот слова оканчиваются во множественном числе в крымско-татарском языке на лер или лар. И есть такое правило на крымско-татарском языке, это хайди-лер правило. Например, такие слова, как оджа, учитель. Это слово вы уже знаете с предыдущего урока. И вы видите, что оно оканчивается на букву А. Я не зря написала ее с большой буквы. Оканчивается на букву А, как бы гласная твердая. И поэтому окончание будет лар. Оджа лар. Потом мектеп, школа. Кстати, в предыдущем уроке я ошиблась. Я написала сыныф. Это школа, но сыныф это класс, а мектеп это школа. Это такая одна ошибка у меня была в прошлом уроке. И здесь вот вернемся опять к теме. Мектеп, школа, и заканчивается на гласную Е. И поэтому окончание мектеплер во множественном числе мектеплер. Мектеп, школа, мектеплер, школы. Китаб, книга, заканчивается на твердую гласную, как бы китаб, и поэтому китаплар. Слово хыз, девочка, заканчивается на твердую гласную и, поэтому хызлар во множественном числе, девочки. Оглан, мальчик, заканчивается на гласную а, и поэтому у нас окончание во множественном числе огланлар. А теперь маленькое упражнение для вас. Например, дефтер, тетрадь. Дефтер – это одна тетрадь. Во множественном числе что нам нужно написать? Лар или лер? Дефтер, лер. Потому что во множественном числе дефтерлер, так как слово оканчивается на гласную Е. Поэтому дефтерлер. И еще немножко слов я записала. Холл, рука. Я выписала эти слова с предыдущего урока, чтобы вы их лучше запомнили. Решила сделать примеры с этих слов с прошлых уроков. Здесь, например, холл, одна рука. Во множественном холлар. Терек, терек-лер, деревья. Хуш, птица, на твердую у заканчивается, гласная у, поэтому хушлар. Здесь, конечно, иногда тяжело понять, когда а, когда е, потому что, например, слово как хуш, иногда можно ошибиться написать е, те, кто не знает. Или то же слово как хыз, девочка. Можно иногда тоже ошибиться, подумать, что там е. Но на самом деле, так как и твердая, поэтому хызлар. И здесь хуш, вот как бы у тоже твердая, и поэтому хушлар заканчивается на окончание лар. Надеюсь, я объяснила понятно. Если где-то у меня ошибки, говорите, пишите в комментариях, и я, конечно же, постараюсь все исправить. И мы с вами увидимся в следующем видеоуроке. Спасибо за просмотр.
Сағолыңыз, достар, көрішкенше. И если кому интересно, мой инстаграм Усния Ганиева. До свидания.